Урметли Кайшумлер Даслар. Я рад сообщить, что не только вышла в Москве книга, первая из серии «Крымские татары в РКК 41-45 год». Этот первый выпуск посвящен теме авиации, называется «Авиация на Мэ». Ну и я могу передать его во все районные библиотеки Крыма. Вот сегодня в библиотеку имени Гаспринского я передал 25 экземпляров этой книги, по одному в каждую районную библиотеку. Это стало возможно благодаря спонсорам, замечательным людям, имена которых я привожу в этой книге и хочу озвучить сейчас. Это Аджимулаев Алим из Евпатории, Меджидов Мустафа из Санкт-Петербурга, Умеров Эдем из Москвы, Дудакова Лютфие Симферополь, Мурдасилова Зера из Бахчисарая, которые оплатили этот тираж, потому что он издавался на свои деньги. Я с чувством глубокой признательности хочу сказать, что здесь представлено вот в этом выпуске все крымские татары, которые служили в ВВС. Летчики, штурманы, воздушные стрелки, радисты, наземный технический персонал. О каждом рассказывается в стиле энциклопедии, конкретно, где родился, если есть данные, в каком году ушел из жизни, район, село, где он родился, кем воевал, чем награжден. В большинстве случаев приведено, в чем заключался смысл совершенного им подвига. И дана общая картина участия крымских татар в авиации. Вы знаете, эта картина впечатляющая. Вот в выводах я подвожу, потом пробежно. В выводах я подвожу итог, и получается, что крымско-татарский народ дал родине 22 летчика, 18 штурманов, 17 воздушных стрелков-радистов, 66 наземных авиационных специалистов. Я хочу, чтобы вы понимали, что каждый наземный специалист – это человек, которого готовят минимум 2 года. Летчик, штурман – это минимум 3 года. Это был золотой фонд нашей Красной Армии. Этот проект, я дал ему такое название «Пилотный». Сегодня первая книжка посвящена авиации. Следующая уже будет посвящена участию крымских татар в бронетанковых войсках. Следующая в артиллерии, потом в пехоте, в технических войсках, в медицинских. Он рассчитан где-то на 1,5-2 года. Стал возможен благодаря, с одной стороны, что открылись архивы, а с другой стороны, той работе, которую проводит наш Крымский инженерно-педагогический университет имени Физии Купова по сбору материала об участии крымских татар в войне. Каждый раз в неделю к нам приходят люди со всего Крыма и рассказывают о своих родственниках. Эти приемы продолжаются каждый четверг с 13 до 14:00. На кафедре истории я продолжаю прием, работают мои помощники. И хочется верить, что слово правды о крымско-татарском народе, об его участии в Великой Отечественной войне затмит все те струйки клеветы, лжи, которые с каждым годом становятся все меньше, и в конечном итоге правда восторжествует. Спасибо за внимание.